Но я попал, можно сказать, в поздний период партии, поздний период. Вот. Это уже ближе к 90-м годам и еще даже пораньше. Вот. Видел членов партии. Честно говорю, признаюсь, что не все адекватны были в своем поведении. Вот. Кто-то очень любил выпить, кто-то любил женщин, кто-то вел себя непотребным образом, несмотря на то, что были воспитательные меры, там, обсуждения, даже с отлучением от партии. Партии давали некоторые привилегии. Вот. И люди за эти привилегии держались. Кто машину получал? Конечно, партийные, в первую очередь. Вам не понравилась партия? Скажу, что правда. Знаешь, почему не понравилось? Вот. Случай конкретный. Вот у нас одного художника, вот, он похож немножко на Репина, на Сурикова такой, курчавый, бородка такой вот. Его раскритиковали за формализм. Но указ сверху. Какой формалист? Натуральный реалист это был, вот, художник. Вот. Он уже умер тоже. Вот. Академист, можно сказать, почти что. Вот. Нет, надо его прокритиковать и назвать формалистом, что в нашей среде формалисты тоже водятся. Ну, абстракционисты, формалисты. Вот это мне страшно не понравилось, потому что вот такая сверху указка закрывала, так сказать, для творческого мышления вот, всякие повороты. Вот. Там, чтобы что-то новое найти, ведь надо поэкспериментировать. А начнешь экспериментировать, и тебя назовут абстракционистом, формалистом и так далее. Это у искусствоведов так было принято. Вот. А это было в обкоме партии четко указано, что мы должны, и бедный Поляков, Валентин Викторович, вот, позвал себе художника этого и говорит: извини, говорит, мы тебя покритикуем. Формалистом назвали, в газете прописала, все, карьера окончена художника. Ну вот такие вот дела.